Общественная палата Башкортостана открывает новую страницу истории. В республике завершает свою работу 5-й созыв и уже отобраны 2/3 нового 6-го состава. Обсудим все это прямо сейчас в программе интервью. Сегодня вместе с нами председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте подведем итоги 5-го состава, который работал последние 3,5 года. Как вы считаете, помимо коронавируса, его мы обсудим отдельно, что было самым основным за это время? Ну, за это время, наверное, вообще много чего произошло, потому что 3,5 года заниматься общественной работой, тут быстро так меняется практически за полгода, а когда подводили, вот я готовила отчет вместе с аппаратом, а когда сводили, уместить все там в 20-минутное выступление, это действительно достаточно очень сложно, потому что направлений, которыми занимается палата, ну, это все, что касается человека, все, что касается жизни любого гражданина нашей республики, так и Российской Федерации. Поэтому, конечно же, все сферы, палата охватывает все сферы. Это и ЖКХ, это и предпринимательство, это и социальная сфера, это и образование, культура. Поэтому, конечно же, мы когда начали анализировать, мы такими крупными сначала посмотрели, а что сделано вообще палатой. Ну, о том, что палата уже много лет занимается объединением НКО, то мы можем сказать, что вот Институт общественной палаты Республики Башкортостан, он та площадка, которая все-таки выстраивает взаимодействие со всеми некоммерческими организациями. Ну и являясь, наверное, в регионе как раз по линии общественных палат регионов по продвижению конкурса грантов президентских, то, что у нас есть ресурсный центр в аппарате. То есть вот эту вот нишу палата заняла уже так хорошо, достойно. И я считаю, что те рассылки, та информационная, методическая помощь, которая оказывается как экспертами, членами палаты, так и аппаратом, она достаточно очень такая серьезная, системная работа, которая продолжается. Есть конкурсы, нет конкурсов, она продолжается всегда. Это первое. Следующее, что ну, вот именно в этом составе, здесь Общественная палата России у нас проводила в 2018 году форум сообщества. И сюда приехали все палаты регионов, и мы смогли представить, ну, наверное, ту социальную работу нашего НКО сектора, общественных организаций, вообще активных граждан на этом форуме. Тогда здесь был председатель Общественной палаты Фадеев, здесь у нас были все, практически большая часть председателей палат других регионов. Это тоже показало то, что есть у нас в регионе. Однозначно он был такой достаточно... Тематика была, кстати, про неравенство, бедность, и такая одна из самых сложных тем, которые рассматривались на площадке форума сообщества. И мы тогда здесь очень много об этом разговаривали. Следующим, наверное, таким большой работой, которую делала Общественная палата нашей республики, так и всех регионов, это вообще, то есть палата система общественных наблюдателей. То есть вот она как раз появилась вот в этом составе, то есть вот за эти последние 3 года на выборах. То есть тогда это сначала были опробированы выборы президента Российской Федерации в 2018 году, потом были еще и выборы в Думу, потом уже на уровне региона, когда глава республики у нас выбирался. И в этом году, смотрите, по голосованию за принятие поправок в Конституцию, здесь вообще были только одни общественные наблюдатели, и когда мы смотрели по спискам, какое количество все-таки было, это более 45 тысяч людей, которые помогли осуществить это общественное, то есть это голосование общероссийское, поэтому это тоже все такая большая работа Общественной палаты. Однозначно те темы, которыми занимались отдельно комиссии, ведь работа вся идет в комиссиях, это и тема буллинга, которую мы вот по поручению Радия Фаритовича практически мы занимались ей целый год. Это и тема социального предпринимательства, которой занимается Ирина Евгеньевна Абрамова, и здесь и принятие изменений, то есть мы и в обсуждении федерального закона участвовали, на федеральном уровне появилась эта поправка, что, то есть понятие само социальное предпринимательство, а в этом году, в 2020-м, в нашем региональном законе, это тоже изменения нашего регионального закона произошли, тоже по социальному предпринимательству. Это из ЖКХ. Анатолий Николаевич
Николаевич Дубовский, сколько, то есть это и общественный контроль реализации городская среда, это и башкирские дворики постоянно, это и, получается, постоянные выезды, вообще то есть более 130 выездов общественная палата сделала только по региону. Ну и, наверное, то есть вот десятилетие детства, кстати, эта тематика, вот она постоянно в палате тоже звучит, потому что мы эту тему начали еще в предыдущем, в 4-м составе, тогда очень плотно Галя Мухтаровна, зампредседателя, этой тематикой занималась, и мы продолжаем это и делать здесь. И сфера образования, то есть если посмотреть, то к 75-летию выпущен совместно тоже с нашим одним из вузов, с БГПУ, сделан сборник образования в годы Великой Отечественной войны. Это, я считаю, что тоже большая проделана работа. Вот. И так я вот могу перечислять и перечислять очень много. И практически по каждому из членов палаты, кто чем занимался, то есть общественный контроль. Вот и создан, и сейчас идет еще, продолжается и сетевая школа. Здесь и Лида Сагитовна Саргакова, Мусифулин, Салат Ришатович. Вот они просто обучают общественные советы на местах. И сейчас, вот, ну, когда мы общались еще весной с Радий Фаритовичем, что переформатирование, хотелось бы, чтобы общественные палаты и советы в муниципалитетах были активными, рассматривали те или иные вопросы проблемные на своих площадках. Ну, такое идет некое переформатирование палаты сейчас вот одновременно. Формируется палата в городе Нефтекамске и в Октябрьском. В Стерлитамаке буквально вот на прошлой неделе сформирован новый состав общественной палаты. И поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы там те, кто общественники пришли, они были и грамотными, и понимали те, наверное, инструменты общественного контроля, которые можно применять. То есть палата – это не надзорный орган. Это действительно вот мостик между обществом и властью и обсуждение различных вопросов. Ну и согласитесь, коронавирус как раз стал тем вызовом, который помог на новый уровень вывести всю систему работы общественных палат на местах. Вот в целом дайте, пожалуйста, анализ, как все произошло. Однозначно, конечно же, во-первых, сами члены палаты участвовали в реализации, как говорится, в борьбе с коронавирусом, как говорится, своим личным участием, как благотворительной помощью для формирования продуктовых наборов, так и по доставке продуктовых наборов. Дальше палата объединила некоммерческие организации, которые точно так же продолжали оказывать помощь своим целевым группам. Ну и взаимодействие. Мы сейчас эту работу продолжаем, что мы понимаем, что именно взаимодействие со всеми, то есть, ну, какое-то такое чувство плеча, наверное, всех общественников, то есть оно очень важно, потому что ведь за каждой общественной организацией та или иная целевая группа, которой нужна помощь, что никто не остановился, и все общественники свою работу продолжали и продолжают. Здесь еще общественная палата, конечно же, собирала информацию по нашим некоммерческим организациям, кто пострадал, чтобы внести в реестры помощи, и таких организаций в 2 реестра, которые сформированы правительством Российской Федерации, 829 некоммерческих организаций. Да, это, скажем, не огромная помощь, но все равно на полгода, если было помещение арендовано у Комитета муниципальной собственности или в Министерстве земельных отношений, то здесь на полгода освобождались некоммерческие организации, те, кто вошли в реестр от аренды, плюс на 3 месяца освобождались от налогов по основным, это фонд социального страхования, то есть по зарплате и налогам на организацию. Вот, поэтому, конечно же, это не огромная, но все равно это помощь тем организациям, тем людям, которые тоже делают и продолжают работу. Я еще раз повторюсь, НКО практически ни одна, ни на грамм не остановилась, особенно те, которые вот работали и продолжают работать дальше. Ну, это уже теперь, как и инвестиции для экономики, так и для развития гражданского общества нужны вот эти некоммерческие организации. Новый состав, 6-й по счету, 2/3 уже сформировано, мы имена их видели на сайте Общественной палаты Башкортостана. Как вы можете отозваться об этих людях, кто прошел, да, и мы знаем, что еще 10 кандидатов будут включены позднее. Ну, там, во-первых, очень много новых людей, однозначно.
ну, такая достаточно молодая команда, хотя я хочу сказать, что те коллеги, с кем мы сейчас работаем, пятый состав продолжает до первого заседания шестого, что рядом с нами всегда были те гуру, те люди, которые действительно, имея за плечами огромный опыт, очень много где подсказывали. Это и Расих Акзамович, то есть вот он стал советником Ради Фаридовича по вопросам экологии, это и Галия Мухтаровна, ну, то есть много таких людей, которые рядом. Сейчас более молодая, более активная, но очень важно, чтобы были что люди, которые сейчас пришли в палату, понимали, что они несут ответственность не только за себя, а за целое. То есть они вошли в палату не отстаивать интересы только своей организации и продвигать. Это совершенно про другое. Мы в палате собираемся для того, чтобы, то есть, помочь той или иной большой целевой группе. Если ты представляешь какое-то большое направление, там старшее или поколение деятелей, это там семьи с особенными детьми или люди там с ограниченными возможностями, то, соответственно, ты должен все проблемы знать этого сообщества, чтобы, наверное, каждый раз показывать и выстраивать вот это взаимоотношение с исполнительной и законодательной в тех вопросах, которые касаются людей. То есть если где-то не получают какие-то пособия, здесь именно отстаиваешь интересы, да, и показываешь, что вот это вот есть вот тут проблема. Поэтому работы очень много, и 3 года, раньше палата избиралась на 2 года, и это казалось, может быть, мало, но сейчас, когда мы 3,5, я понимаю, что это достаточно большая такая общественная нагрузка, когда ты выделяешь еще дополнительное время для того, чтобы порешать какие-то вопросы вне своей работы, потому что все члены общественной палаты, то есть, будут вести свою деятельность на безвозмездной основе, и вся работа будет вестись в комиссиях, конечно. Спасибо большое, Ольга Юрьевна. Будем следить за тем, как дальше будет работать общественная палата. Спасибо большое. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина, и мы говорили о том, как работают общественники, работали в 2020 году и последние 3,5 года, и какие задачи стоят на будущее.